Народная мудрость гласит: кто в куклы не играл, тот счастья не видал. И я уверена, что не найдется ни одного человека, который бы стал оспаривать это утверждение. Во все времена дети любили играть. Играющие дети – явление обычное и никого не удивляет. Напротив, увлеченность, с которой играют дети, подкупает и вызывает умиление. Конечно же мы, девочки, любим играть в куклы. Каких только красавиц нет в кукольной галерее маленьких хозяюшек. Мы можем менять им наряды, прически, отправиться с ними на прогулку. Но только к концу XIX века куклы становятся игровыми. А в далеком прошлом предназначение куклы было иное. Наши предки верили, что в каждом доме живут духи, которых следует задабривать. И поэтому мастерили куклу, которая должна была взять на себя все плохое и уберечь всех членов семьи от болезней и бед. Такие куклы стали называть оберегами или берегинями. Обереги сопровождали человека в протяжении всей жизни, их передавали с поколения в поколение. Куклу-берегиню обычно вешали над входной дверью или ставили напротив, выше головы, чтобы она встречала всех входящих в дом и берегала от злых сил. Иногда в семье хранилось много кукол, потому что выбросить старую, износившуюся куклу было большим грехом. Куклы никогда не оставляли на улице, не разбрасывали по избе, где попало. В изготовлении кукол-оберегов не использовались режущие и колющие предметы. Считалось, что они могут ранить человека. Ткань и нити рвали вручную. Кукол делали в один присест, никогда не оставляли недоделки на потом. Но у всех кукол была особенность – отсутствие лица. Считалось, именно в таком виде она была предметом неодушевленным, а значит была недоступна для вселения в нее злых сил. Например, за 2 недели до рождения ребенка мама делала обережную куклу для него, сшитую без иголки, без ножниц и своей поношенной одежды. Она получила название «пеленашка». Люба-люба-лине, балине, те-люба-люба-ляка-баляка, монтёрынем превене, да монтёрыне, дяроли, люшка, цецине лазоревая, голубая, бело-розовая, Ваня, дударь, Ваня, горы, ты, Володя, Владимир молодой. А сейчас я расскажу и покажу, как сделать обережную куклу-пеленашку. В изготовлении пеленашки имеется множество нюансов, так как это первый оберег и первая кукла для человека. Для изготовления оберега нам понадобится белая ткань 80 на 35 сантиметров, треугольник из цветной ткани, прямоугольник для пеленки, красная нить, узкие широкие цветные ленты. Про красную нить стоит сказать отдельно. Дело в том, что она всегда считалась обережной, носящей в себе силу, которая способна охранять. Именно поэтому красно-натуральной нитью связывались все элементы кукол на Руси. Белую ткань, основу для пеленашки, складываем пополам. Скручиваем в плотную трубочку. Привязываем готовую скатку в середине. Тем самым мы формируем талию.
Тем же способом делаем шею. У нас получается скатка в двух местах, перевязанная красной нитью. Берем широкую ленту и повязываем ее на голове. Теперь сделаем платок. Теперь нужно запеленать нашу куклу. Вкладываем ее так, чтобы было видно голову. Теперь привязываем куклу красной узкой лентой. Наша кукла готова. В мордовских семьях была любима кукла из веточек. Она выполнялась на основе куклы-стригушки. Назвали ее так, потому что пучок травы или веточек, из которых она делалась, постригали ровно внизу. Наибольшую известность она получила на напольной тавле Качкорского района Республики Мордовия. Для ее изготовления понадобятся тонкие веточки длиной 20 см, кусочки ткани для юбочки, красного цвета для головного убора, белый для фартука, красная нить. Поскольку я буду делать традиционную куклу мордовского народа, то в ее одежде я использую элементы армянского костюма. Поэтому мне понадобятся пайетки, бисер, монеты, шерстяные нитки белого, красного и черного цветов. Для юбочки куклы следует заранее приготовить лоскутки из цветной ткани размером 15 на 10 см. Теперь каждый прутик оборачиваем лоскутком. Закрепляем край либо с помощью клея, либо зашиваем через край. Собираем все веточки вместе. Фиктируем красной нитью. Можно сделать юбочку из ниток одного или разного цвета. Пришиваем тесьму, имитируя ворот рубахи. Привязываем красной нитью на уровне шеи. Традиционным элементом женского костюма был передник в виде прямоугольного куска холста. Из ткани белого цвета выполняем передник, украшая его тесьмой, бисером и пайетками. Я приготовила его заранее. Теперь делаем пулай. Это набедренное украшение в армянском женском костюме. Также у пулая было и практическое значение. Он служил для тепла в холодное время.
Он делался из шерстяных ниток. По Пулаю можно было определить региональную принадлежность женщины и ее материальное положение. Его оформляли большим количеством бисера, бус, цепочек, блесток. В первый раз девушки надевали пулай в день совершеннолетия и носили его до самой старости. В праздничные дни поверх пулая повязывали пояс из бисера с красными кисточками, сялги пулагай, а по бокам подтыкали похожие на передник боковые полотенца, украшенные вышивкой и лентами. Шьем пулай из тесьмы с бахромой, декорируем бисером, пайетками, бубенчиками. Существовала поговорка: «Портовочку сначала слышно, а потом видно». Звон монет и бубенцов должен был отгонять злые силы. Связываем пулай на талии куклы. Теперь приступим к изготовлению головного убора. Головные уборы на мордовских женщин отражали их возраст, семейное и социальное положение. Их украшали лентами, пайетками, кружевами. Головной убор шьем из прямоугольного кусочка ткани. Переходим к третьей части. Сгибаем. Украшаем тесьмой, кружевом. В качестве песочных подвесок мордовочки носили различные подвески из монет, бисера, раковин и пуха, которые крепились к головному убору. Наушными украшениями были серьги, пиликст и специальные наушники, которые представляли собой кружки из картона или бересты, обтянутые материей. Собираем кукле украшения. Надеваем головной убор. Наша кукла готова. Эти куклы обрядовые, с ними рязанские девочки ходили на свадьбу.